Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить губадью. Губадью настоящую, татарскую. Губадья – это очень вкусный татарский пирог. Ее готовят по большим праздникам, на никахе, на свадьбу, на все торжества. Губадью все любят. Я даже не знаю ни одного человека, который бы сказал, что он не любит губадью. Вообще губадья является визитной карточкой татарского народа. Так что мы будем с вами сегодня готовить этот очень вкусный пирог. Сначала будем ставить тесто. Для теста нам понадобятся яйца. Так, я буду готовить, сразу говорю, буду готовить сразу 2 губадьи. Поэтому у меня тут продукты на 2 губадьи. А сколько всего граммах надо, все напишу в описаниях. Сейчас положим яйца, молоко, соль, сахар, дрожжи. Сейчас будем месить тесто. Тесто надо, чтобы было мягкое. Поэтому муку кладем понемногу. Добавляем мягкое сливочное масло. Вот такое мягкое тесто я замесила. Сейчас я накрою пленкой и поставлю в теплое место на расстойку. Так, я сейчас еще покажу, что нам нужно будет для начинки. Так, нужно будет отварные яйца. Курт я готовила сама, у меня есть видео. Отварной рис до полуготовности в соленой воде. И изюм. Изюм я перебрала, помыла горячей водой. Сейчас будем ждать, пока поднимется тесто, и потом будем делать губадью. Тесто подошло. Сейчас будем делать губадью. Тесто очень мягкое. Тесто делим на 2 части, так как у нас будет 2 губадьи. Ну, часть пока уберем. Так, а это делим на большую и на маленькую. Так, маленькая у нас это будет верхушка. А это сейчас раскатаем. Вот такой толщины тесто я раскатала. Сковородку я помазала маслом. Так, кладем немного отварного риса. Сейчас положим карту. Карту у меня здесь 800 грамм. Вот половинку сюда положим. Половинка до второй губадьи.
Следующим слоем у нас идет рис. Следующим слоем у нас будут отварные яйца. Натираем их на крупную терку. Яйца я натерла. Так равномерно распределяем. Тут у меня 5 штук. Сверху немножко всыпаем солью. Просто щепотку соли, много не надо. Следующим слоем у нас опять будет рис. Следующим слоем у нас будет изюм. Изюм надо много. Чем больше, тем вкуснее будет. Сверху посыпаем столовой ложкой сахара. Сейчас положим масло. На одну губадью где-то 200 грамм масла. Ну, можно одну пачку, 180 грамм масла, например. Масло вот так я разложила. Сейчас буду закрывать нашу губадью. Сейчас край пирога я буду обрабатывать вот так ножом. Край пирога я обработала. Сейчас посередке делаем дырочку, чтобы крышка не поднималась. И все помажем растительным маслом. Так, сейчас я буду делать штрезель. Возьму 3 столовые ложки муки, столовую ложку сахара и 1 столовую ложку растительного масла. Так, вверх посыпаем крошкой.
Все, вверх я посыпала. Сейчас печем при температуре 200 градусов, где-то минут 40-50. Надо смотреть по своей духовке. Как зарумянится, будет готово. Наша губадья готова. Вот такая вкусная, румяная, такая очень аппетитная получилась. Сейчас попробуем разрезать. Тесто хрустящее. Вот смотрите, какая красивая, очень-очень многослойная, очень вкусная, сочная, аппетитная получилась. Попробуйте вы тоже приготовить, это очень-очень вкусно. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.